Добрый день, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор «Кактус Медиа». Сегодня у нас очень важный гость, от которого зависит большой пласт наших с вами государственных проблем. Аяз Батыркулович-Боетов, министр юстиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились встретиться. Не очень много чиновников вашего уровня готовы отвечать на вопросы нашего такого издания, как мы, особенно в прямом эфире. Еще раз вам спасибо за это. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Надеюсь, мы сможем нормально, Я продуктивно уверена, поговорить. Да? Что наш разговор И добрый будет день всем. конструктивным. Давайте начнем с вашего назначения. Клара Саранкулова, комментируя ваше назначение, была настроена очень оптимистично. И она отметила, что это связано с Кумтором, ваше назначение. Как вы сами думаете, почему выбрали именно вас, человека с таким блестящим резюме, причем международным резюме? Ну, во-первых, я благодарен Кларе Сарабековне за хорошую наверное, оценку, да, пожелание удачи. Я это ценю и просто благодарен. Почему? Потому что я многому учился, как у юриста, у человека, у него мы работали с ней вместе в Конституционной палате и так далее. Это первое. Да? Второе, касательно, почему меня назначили, вопрос не ко мне. Да? Все-таки это не ко мне вопрос. Но он, наверное, как вы сказали, упомянули Кумтор. Здесь я, наверное, могу сказать, что, и мы это не скрываем, одно из направлений, которое будет сейчас вести Министерство юстиции, это более активная позиция с международными арбитражными делами, не только Кумтор. У нас есть ряд арбитражных дел, и так получилось, что я работал в этой сфере. У нас есть видение, как все-таки эту сферу систематизировать, сделать более такой, знаете, эффективной, и чтобы интересы государства на международном уровне, юридическом аспекте, были так или иначе защищены в большей степени, чем сегодня. Поэтому и Кумтор там тоже сидит, естественно. Это один из ключевых процессов, и мы большое внимание, как министерство, будем этому уделять. До настоящего момента, вы знаете, было очень много разных ведомств, которые были при правительстве, то есть у нас такая большая структура была очень сложная, но теперь у нас будет, я так понял, такие специализированные направления работы, и арбитражные дела, и Кумтор, они будут относиться к ведению, или, так скажем, Минюст будет занимать более активную позицию в этом вопросе. Это да. И на какой стадии находится дело по Кумтору, что сейчас вам предстоит сделать, как главе Минюста в этом направлении? Здесь я бы сразу хотел разграничить, да, чтобы все понимали. Юридически сейчас у министерства есть ряд функций, так, направлений. Да? У нас есть очень важные другие направления тоже. То есть мы не принижаем их значимость. Более того, я считаю, что там оказание госуслуг населению, регистрация юрлиц, пробация, работа ГСИН, адвокатура, нотариат, все это очень важно, поэтому, чтобы не было такого ощущения, что мы все остальные направления сразу так на задний план. Нет. У нас есть идеи, я их представлял по всем направлениям, скоро мы будем их в СМИ выводить, а теперь по Кумтору, да, и по арбитражам. Юридически данный вопрос, он относится к ведению Центра судебного представительства. Действительно рассматривается вопрос о том, чтобы Минюст более активную роль принимал в этом. Мы посмотрим, в какой мере ЦСП и Минюст будут взаимодействовать. Будет ли это в составе ЦСП, Минюста и так далее. Но что мы поняли? Первое, есть ряд вопросов, мы, наверное, их попозже обсудим, я тоже расскажу, что у нас в плане конкретно. Да? Это не просто план, а реальные шаги, да, действия, которые мы собираемся предпринять. Что мы поняли? Во-первых, сама юридическая работа должна быть более качественной. С кыргызской стороны это не должно быть на откупе где-то за рубежом, потому что, знаете, я не говорю, что мы должны заменить международных юристов, но наши юристы тоже должны быть готовы участвовать в этом. Сегодня такого моста для отечественных специалистов нету в эту сферу. Они как бы вот так чуть за бортом, хотя мы знаем, что очень самые лучшие решения, кстати, по арбитражам все равно придумывают местные юристы. Это раз. И второе, что я хотел бы отдельно сказать, какой-то информационный вакуум действительно, может быть, в каких-то моментах наблюдается, мы готовы его тоже восполнять. Мы будем по мере каких-то важных действий обобщать информацию соответствующих госорганов, потому что, вы знаете, с Кумтором судится не Минюст, ЦСП, Хрызалтын и так далее. Да? И мы эту информацию готовы представлять, рассказывать
Да, и объяснять. Да. Чтобы мы понимали, Да. что происходит. Теперь на каком этапе, да, процесс? Ну, процесс, он, вы знаете, разделен на несколько направлений. Который активно идет, это в Нью-Йорке. Есть процесс в Стокгольме, он менее активен. И что здесь очень важно сказать, да? Мы видим часто, когда вот что-то выходит в СМИ, буквально недавно, вот, в Стокгольме негативом в отношении там, государственной активности в этом суде, да, в Нью-Йорке, там вышло какое-то решение такое. И меня удивляет то, что вот эти решения, которые вышли буквально недавно, неделю назад, они были приняты там в августе. То есть это старая информация, но ее все время нам показывают, все время выводят в СМИ. И почему-то с нашей стороны, я ребят спрашивал, говорю, а почему вы не говорите, что это старая информация? В принципе, это просто, нет реакции? Это часть медиа-атаки. Ну, ребята хотят, но, знаете, здесь тоже экспертный потенциал тоже надо увеличивать. В этой связи у нас целый комплекс вопросов, не только по Хумтору, а по всем арбитражным делам, чтобы мы могли вовремя быстро реагировать, разъяснять, объяснять и помочь повысить качество защиты интересов государства. Почему? Ну, Кыргызстан не закрытая страна, мы вовлечены в международные экономические, финансовые, инвестиционные отношения, и поэтому нам нужно занимать более такую уверенную, самостоятельную позицию, вести процесс и рассказывать. Согласен. Отлично, будем Хорошо. ждать. Вы сами заговорили о том, что госуслуги являются для вас одним из приоритетных направлений. Конечно. И вот в связи с этим у меня вопрос, как вы намерены ликвидировать бюрократические барьеры? Вы сами когда-нибудь пробовали открывать, закрывать юридическое лицо? Это же Знаете, это умереть легче, чем Да. его зарегистрировать, а уж тем более закрыть. Здесь вот 2 недели, вот меня тоже спрашивали, почему вы в СМИ не выходите и так далее. Я говорю, мне зачем выходить, делать пиар, что ли, какой-то. Задача поставлена руководством Кабмина и страны была, то есть дан карт-бланш, вот открыто скажу, карт-бланш, делайте то, что считаете нужным, и чтобы это было эффективно. Вот такой посыл от руководства страны я получил, я собираюсь его максимально реализовать. Да? Улучшайте госуслуги, снижайте очереди, где очередь, знак равно коррупция, да? То есть все это мы понимаем. Поэтому 2 недели очень плотно работали с специалистами здесь. Сразу хочу сказать, мы работали с экс-министрами, то есть это не та ситуация, когда я пришел, сейчас мы на следующей неделе будем вам показывать, что мы будем делать. Я про госуслуги скажу, что это мы сами раз придумали такие умные. Нет, мы говорили с экс-министрами, так получилось, что они все такие, знаете, современные, молодые. Последние 3-4 министра я встречался. То, что они начали, мы сейчас готовы выбрать и продолжить. То есть это не на ровном месте велосипед будет. То, что они начали, мы просто с удвоенной силой сейчас пойдем вперед. Плюс я попросил ребят, которые здесь работали, все-таки действительно такие, знаете, прорывные вещи придумать. Как я им говорю все время, не надо приходить и говорить, что все будет хорошо при регистрации юрлиц, если будет доп-принтер. Или 3 человека дайте мне, они вот так вот приходят сейчас. Мы сказали, нет, у вас время вот неделя, мы тоже день и ночь думаем, всех экспертов попросили внешних помочь. И мы действительно должны там что-то менять. Теперь куда мы пойдем в этом направлении? Старое слово цифровизация. Да? Действительно это нужно, но реальная цифровизация. Как? К примеру, как да? вы будете это делать? Вот, к примеру, во-первых, я не профессионал именно в самой цифровизации, но мы сейчас определяем моменты, где эта проблема есть. К примеру, наши ребята, оказывается, у нас уже есть система электронной регистрации юрлиц, и за год там зарегистрировалось, мне сказали, 40 юрлиц. То есть меньше, чем за один день в Бишкеке бумагой приносят. Почему? Потому что там какие-то картридеры нужны, то есть там технологически изначально была нереализуемая идея. Я задаю вопрос, а почему тогда это вы вводили? Зачем вы это протаскивали законом? Обсуждалось ли это с кем-либо? И я получил такой негласный ответ, что руководству все время специалисты боялись сказать, что вот эта идея, она работает. А причина на провал. То есть она изначально, как сказать, нереализуема, она мертвая, так скажем, да, есть такие и нормы в законах, и инициативы. И поэтому у нас был простой вопрос тогда. Тогда давайте делать так, чтобы эта цифровизация или работала, или делайте настоящую цифровизацию, или меняйте что-то другое. Очень жесткие требования поставлены ребятам. Там есть ряд неплохих идей, на мой взгляд, по регистрации юрлиц. Там, к примеру, перерегистрацию сделать уведомительной, говорят они там. Мы хотим сейчас дать, к примеру, может быть, право подписи не одному человеку, чтобы на него все замыкалось. Это же и коррупционный риск, а нескольким людям в этом ведомстве. То есть, и так далее. Я бы хотел все-таки ответ на такой специфический вопрос дать в виде конкретного плана действий.
Мы на днях будем его опубликовать, но по цифровизации скажу так. Первый приказ, который мы подписали, который я был готов подписать именно по реформам, это мы сделали аудит всех проектов, которые у нас были по цифровизации, их около 20 было. Половина висят, потому что там искусственные бюрократические причины, половина, потому что все боятся взять ответственность, рассеивание ответственности, ну, боятся, да. Половина там что-то не работает, мы сделали аудит, мы взяли ответственность, я сказал, все быстро запустить до конца, но то, что часть из них не будет работать, уже очевидно. Ну давайте теперь придумывать так, чтобы они работали. 40 юридических лиц за год онлайн – это глупость. Это значит, не работает система. Это глупость, и надо было раньше об этом говорить смелее, среднему уровню специалистов. Естественно, я сказал, ну давайте тогда отменяйте правила ЕЦП, давайте думаем, ну что-то они думают. Я надеюсь, в течение недели мы уже в виде приказа с конкретным планом действий мы выложим. Как мы сделали, к примеру, по арбитражным делам. Там у нас приказ, вот у меня лежит здесь на 20 страниц план действий, уже готовы проекты законопроектов, конкретные шаги по всем направлениям. Вот также мы хотим с юридическими лицами. Ну, я надеюсь, что те ребята, которые сейчас работают, они помогут. Когда нам ждать вот конкретных действий? Вот давайте. По цифровизации мы запустили. К примеру, 2 замороженных тендера мы подписали, сказали, вперед, быстрее заканчивайте, разговариваем. Очень быстро мы, то, что до этого сделано, надо закончить, понимаете? Вот, они говорят, вот если цифровизация будет хорошо. Мы говорим, вперед. Все это мы запустили, то, что было на паузе. Второе, сейчас ребятам мы поставили дедлайн до середины следующей недели. Мы сказали, если вы не придумаете предложение, когда с ног на голову, ну, нам придется тогда менять людей. То есть к середине недели будет план? План, он будет оформлен, я думаю, в общем, я же вначале вам сказал, до эфира, мы себе поставили срок месяц. Если мы за месяц не придумаем направление шагов, то потом уже мы не придумаем, мы утонем в текучке. Да? Я думаю, месяц с момента назначения мы уже определим, вот, на что у нас, где у нас есть видение, куда мы идем. И с конкретным планом действий. Поделитесь, хорошо, чтобы мы точно Конечно, понимали, чтобы общество... Но мы вот месяц всей команды собирались, я никого не менял здесь, мы ни одного человека. Я сказал, давайте сейчас вот про кого-то хорошо говорят, про кого-то плохо. Ну, у нас люди уже привыкли или очернять, или слухи таскать. Мы встретились, я сказал, вот руководство дало нам карт-бланш для реальных изменений. Кто сможет адаптироваться под новый темп, кто сможет проблему там с ног на голову поставить, а по-другому не решить уже, да? Давайте идти вперед. Вот месяц у нас есть, чтобы придумать. Дай бог, я надеюсь, что за месяц у нас будет план. Прекрасно. По некоторым уже есть план, но вот по регистрации юрлиц я говорю. Это просто понимаю, слишком проблемный вопрос. Очень проблемный. Да, я не буду врать, там, за 2 недели там, не придумаю. Будем ждать. Да. Еще, вот как юрист, вы прекрасно понимаете важность открытых данных. Вот наша такая головная боль, что очень слабо обновляется база Минюста по юридическим лицам. То есть бывает такое, что в открытых данных числится там, владельцем организации там, господин Н. А потом оказывается, что он уже давно не руководитель, не хозяин, прошла перерегистрация, а в базе данных это не отражается. Как обновляется эта база, которая крайне важна, особенно в нынешних условиях? Вы обозначили важную проблему. Здесь есть 2 направления. Первый – это человеческий фактор и инфраструктурный фактор. Да? Надо понимать, что госслужащие, они работают под большим давлением. Нам надо ценить госслужащих. Я бы не хотел сразу говорить, кто там плохо работает. Поток информации такой огромный, что ребята просто зашиваются. И знаете, вот, многие говорят, там, давайте поувольняйте всех. Ну, вы же не пойдете, там, вот молодой человек не пойдет, потому что зарплата. И там ребята, большинство патриоты работают реально. Но поток такой огромный бумаг, что они просто не успевают, там, в день по 70 заявлений там, на человека падает. Да? И поэтому мы и говорим, так, ну, дополнительный принтер, дополнительных 2 людей мы посадим, но это не решит проблему, это решит чуть-чуть. Поток огромный, надо решать с потоком что-то. Поэтому мы сказали, вот план должен меняться. К примеру, сейчас мы можем просто выделить людей, которые будут более оперативно вносить новые данные в базу юрлиц, да? Но это не решит очереди при сдаче документов, это не решит очереди при выдаче документов. То есть мы просто добавив людей, это не решим. Мы хотим это решить сейчас комплексно. Или упростить задачу вообще по регистрации, или, например, сделать уведомительную перерегистрацию вообще. То есть, чтобы это просто там в папке лежала бумага, да? И это будет проблема, часть которой вот мы обозначили плана.
Вот. Но нельзя просто сказать, вот, давайте вот базу просто быстрее делайте. Если мы... Это же можно сделать автоматически, раз прошла перерегистрация, то есть перерегистрация это прошла, а в базе это не отразилось. Я же повторяю, все базы данных, которые у нас были, там половина в недоработанном виде. Людей не хватает, которые это вбивают. Да? Потом, то есть он должен отдельно сидеть вбивать? К сожалению, знаете, я бы много раз сказал, но цифровизацию мы надо довести до конца. Да. Поэтому я ни в коем случае бы не хотел привязывать это там, к людям, чиновникам, потому что ребята работают. Надо менять уже механизм, когда не будет этого потока огромного бумажек. Вот, к примеру, да, один пример приведу, раз вопрос задали. Вот, как работала госслужба все годы, к чему мы привыкли. Это огромный документооборот. Настолько много бумаг приходит, настолько они большие между ведомствами. Иногда вот просто мелочные, да, что ты хочешь, не хочешь, не будешь вовремя успевать делать базу данных, ты будешь совершать маленькие там ошибки какие-то, потому что нагрузка слишком большая. Нам вот там надо все менять было. Так и здесь. В регистрации надо менять весь подход, а иначе мы эту проблему закроем, другая вылезет. Поток слишком большой, надо упрощать процедуру. Если люди сейчас смогут адаптироваться на часть уровень начальников, не исполнители, то мы будем работать. Если они не смогут, я уже обозначил позицию, что тогда мы будем искать тех, кто сможет. Все понятно. Сейчас Минюст занимается инвентаризацией законов. Сначала хотели применить принцип гильотины, потом решили отказаться от принципа гильотины. Давайте объясним вообще, почему, как проводится инвентаризация законов, почему без гильотины, как обстоят дела с инвентаризацией законов, что нам ждать в ближайшем будущем. Хорошо, да, сейчас вот очень кратко, да, если вот такой большой вопрос, да, просто... Вопрос огромный. Да, понятное дело, что сейчас мы разговариваем, я напоминаю, что с нами Аяз Баетов, министр юстиции, мы говорим с людьми, которых волнуют законы, поскольку они живут в этой стране, они не юристы. Итак, по инвентаризации. Да. Что такое инвентаризация? Очень упрощенно. Почему-то у некоторых неправильное понимание, да? Если в стране принята конституция новая, которая... поддержана... Которую вы, кстати, один из людей, который критиковал эту конституцию. Ну, у каждого есть право. Я в ЖК тоже сказал, но мы юристы, законы мы должны уважать и поддерживать. Да. Иначе будет это ненормально. Да. Закон принят, и чтобы конституция работала и не было паралича правовой системы, законы должны ей соответствовать. Это раз. И в рамках инвентаризации можно также и действительно улучшить сами законы тоже. Это очень огромная была работа. Она была начата 8 месяцев назад, и там сотни законов прошли через определенную методологию оценки. То есть сотни законов взяли, их оценили, они вот соответствуют Конституции или нет, раз. Плюс они там проверили, соответствуют ли они друг другу, там, есть ли между ними синхронизация и вот такие вопросы. Очень большую помощь оказали международные организации. И насколько хватает потенциала ведомства и группы экспертов, которые помогают, им огромное спасибо, там около 20 внешних экспертов помогает, да? Настолько они пытаются сейчас быстро, я это называю все равно, это большая системная инвентаризация, первый этап. Потом мы все равно будем по отдельным законам работать все время, это не останавливается работа. Да. И в рамках этого первого этапа ряд законов, они были или изменены техническим образом, где просто названия поменялись, а ряд законов, они были именно синхронизированы или с Конституцией, или с другими законами. Есть, во-первых, надо признать, что это огромный объем работы, который сделали ребята. Команда Минюста и независимые эксперты, и гражданский сектор, кстати, гражданское общество тоже очень помогло. Это раз. Второе, есть какая-то критика по определенным моментам, по определенным законам, и привязывать эффективность общей инвентаризации к отдельным моментам полуполитическим я бы не стал. Теперь мое мнение, да, по этому вопросу. Есть, знаете, такая вот институциональная память ведомства, большая команда работала. Я пришел только вот недавно, я сказал, давайте первый этап мы доводим до конца. Вот машина едет, поезд, да, нам инвентаризацию все равно нужно сделать, потому что правовая система должна работать. Конечно. Я говорю, да, доходим до определенного этапа, и дальше мы будем по отдельным ключевым чувствительным моментом продолжать работу. Нормотворческая деятельность, она не останавливается перед 31 декабря. Вот что я хотел сказать по инвентаризации. Плюс, я же вначале тоже до разговора спрашивал, нужны ли нам какие-то определенные данные, да? Потому что инвентаризацией занимается специальная команда внутри под руководством одного из замминистров.
И они вчера давали большую пресс-конференцию, где тоже рассказывали про это. Я, к сожалению, не смог участвовать, потому что именно в это время было заседание правительства по регламенту Кабмина. Вот такая задача у нас. Я хочу две вещи сказать. И вот вчера мы встречались с координатором системы ООН, господином Ажела. Я тоже сказал, Минюст не будет закрывать пространство для разговора. И по инвентаризации тоже. Со следующей недели мы будем встречаться и с экспертами, мы и сейчас встречаемся, но у нас будет постоянная площадка, где мы будем слушать и критику, и пожелания, и идти дальше. Это прекрасно, что вы будете слушать критику. Мы не закрываем пространство для дискуссии. И пожелания, потому что при инвентаризации закона о касающихся деятельности СМИ в группу как раз СМИ включены не были первоначально. Затем каким-то образом отдельным представителям удалось пробраться в эту группу обсуждающую. Вот. Я детали именно по СМИ не знаю, оказывается, как было. Но повторюсь, вот я вам рассказываю. Когда рассказываю, мы дойдем до этапа, дальше да. Вот, будем работать по отдельным направлениям. Вот по каждому из направлений. Готовы слушать, готовы разговаривать. Вот мне кажется, что в каждое из направлений нужно включать обязательно участников рынка. Потому что кто знает тему, да? Конечно, потому что кто знает боль этой сферы лучше, чем ее участники. По СМИ это мы, по каким-то там бизнесу мелкому и среднему, это понятное дело, бизнесмены, если это не спросить, мое такое скромное пожелание. Еще один такой очень, значит, тоже определенным образом связан с инвентаризацией. Принимаются новые законы, по которым нужно придумать, составить ряд подзаконных актов. Как идет работа в этом направлении? Вообще, кто ведет такую работу? Смотрите, как вот работает сама инвентаризация. Нам бы ее сейчас качественно провести. Я про это сейчас думаю. Да? Минюст, он является сводным органом, он не является единственным организатором процесса. Да? То есть мы организатор процесса. Мы сейчас еще около более 100 законов опять провели через экспертизу. Мы раздаем их профильным министерствам. И они должны потом внести нам новые проекты этих законов. Потом только они пойдут в ЖК. То есть даже инвентаризация – это сложный процесс. А потом, вы правы, будет вопрос о механизме реализации. К примеру, вот, я не могу не затронуть этот знаменитый вопрос про неправительственные, некоммерческие организации. Тоже мне задают, я говорю, какой там механизм, он пока не определен. То есть это будет отдельный этап работы тоже, где важно слышать друг друга. Где важно слышать и слушать друг друга. Да? Там, опять же, какие-то вот профильные ведомства по своим законам работать. Но могу сказать, что сейчас ключевая роль будет, именно когда будут вырабатываться механизмы реализации нормативно-правовых актов и новые нормативно-правовые акты, будет у некоторых ведомств. Это Минэконом, Минфин и Минюст. Мы будем играть более активную роль даже по тем проектам, которые готовят другие ведомства. Но это нормально, так всегда и было со стороны Минюста. Поэтому на ваш вопрос это будут делать профильные ведомства. То есть по сельскому хозяйству мы не можем делать. Это будут ведомства делать соответствующие, мы будем помогать им с юридической стороны. Вот так. Вы уже затронули один такой сложный законопроект. Я клонила вообще-то немножко к другому законопроекту. Я клонила к законопроекту о недостоверной информации. То есть закон принят. К нему должны быть готовы подзаконные акты для того, чтобы он начал действовать. И что, на какой стадии, вообще, вот как вы относитесь к этому закону, что там с подзаконными актами, на какой стадии находится дело? Я думаю, то же самое, что с НКО, да? Будет, там все будет очень важно будет обеспечить качество механизма реализации очень положений. Важно. И когда до этого дойдет, будем там в широком альянсе разговаривать, работать. Вот. А кто здесь может быть? Ведомство заинтересованное, профильное ведомство какое? Здесь будет определяться, там, наверное, может быть комплекс будет ведомств, но, повторюсь, одну из активных ролей, наверное, должен играть Минюст тоже. То есть сейчас пока эта работа не ведется, правильно я понимаю? Нет, вот многие прибегают, говорят, вот это делайте, я каждый день встречаюсь, несколько встреч. Я говорю, подождите, мы вот то, что у нас есть, должны наладить. Да. Вы мне с частным вопросом прибежали, я даже не успел его изучить там, про то, что вы сказали, я не знаю ни предысторию, не успел поднять предысторию, я знаю в общем. Но чтобы понять, вникнуть и сказать свое мнение, мне нужно время, чтобы понять. Но работа по подзаконам не ведется сейчас. Сейчас нужно закончить
по указу президента первый большой масштабный этап инвентаризации законов. Мы его бы нам эффективно провести. Мы сейчас туда все силы направляем. А не к 1 сентября вот этот первый этап должен был закончен? Вы смотрите, до 1 сентября должны были быть закончены оценка и анализ на соответствие критериям. Ну, надо же теперь разработать, внести новые, внести в ЖК. То есть это же только анализ. А теперь анализ, надо писать. Да, анализ закончен, так? На финальной стадии. На финальной стадии последние 100 с чем-то законов. То есть там нужно было разделить их на 3 группы, эти законы? Смотрите, там сперва эксперты рассказывают свое мнение, потом это идет на межведомственную экспертную группу, потом идет госорганам, они работают, потом опять приносят, и опять идем там, или в правительство, или в ЖК. То есть это очень большая работа. Там, поэтому, когда я увидел команду, которая работает, они зашиваются. И когда некоторые говорят, что они с одним законом сидят, там сотня законов, и они вот прямо вот работают, это большая работа. И она еще не дошла до момента, как вы говорите. Все понятно. Учитывая, что у нас меняется ЖК, нет, это как-то отразится на... Я думаю, мы успеваем. Успеваете? Там срок поставлен 31 декабря, на самом деле, именно НПА. Я думаю, в большей какой-то мере, самых основных, мы должны успеть постараться. Все будет зависеть от активности профильных ведомств. Но мы будем им помогать, просить. Почему? Потому что, когда инвентаризация закончится, если она будет эффективная, качественная, в целом, правовая система будет функционировать так вот слаженно, вот, что нужно нам. То есть работы еще много в связке. Постоянная работа. Ждать нам каких-то изменений в ближайшее время? Нет, почему? Смотрите, давайте так тогда, по изменениям, да? Да, давайте. Мало кто заметил, но сам подход в госслужбе, он за последние 2-3 недели юридической стороны очень сильно изменился. Это мало кто понял, да? На самом деле, я считаю, что была вот такая большая, знаете... А у нас был шанс это понять? Вообще-то, если бы внимание туда было направлено, было. Вот, потому что это открытые законы, открытые регламенты, сейчас я расскажу. Я вот считаю, последний где-то месяц произошло на нормативном уровне очень серьезная реформа госуправления. Что мы все последние годы видели, я вот даже свои, то, что я раньше говорил, достал статьи, где-то год-два назад, там, все мы видели, что была имитация вместо результата. Да? Это вот формула нашей бюрократии. Рассеивание ответственности было, бесконечные согласования. То есть никто не брал ответственность, никто не решал вопросы, даже если это было нужно. И такая особая атмосфера страха среди чиновников на проведение, даже не то что тендеров, на принятие своих решений было. То есть и было очень легко затянуть все. То есть если ты хотел затянуть вопрос, ты сразу его так вот раскидывал и по ведомствам, то есть там есть подходы, и ничего не решалось. Что случилось в последние дни? Я хотел бы на это внимание обратить все-таки. Сделаны кардинальные, на мой взгляд, шаги для того, чтобы система стала более мобильной. Сквозные принимались решения. Как это сделано? Первое, естественно, был закон о Кабмине, это все знают, но приняты еще 3 очень ключевых акта. И, кстати, когда концепция обсуждалась, когда я в дискуссии участвовал, я сказал, вот это вот было бы супер. И тогда я готов был бы вот ее постараться реализовать. В чем смысл? Принят регламент работы администрации президента, принят регламент работы с документами, и на днях буквально принят регламент работы Кабмина. Теперь взаимодействие между администрацией и Кабмином будет 3-4 раза быстрее. Взаимодействие между министерствами будет 2-3 раза быстрее. Почему? Потому что убрали очень многие искусственные бюрократические вещи. Вот действительно убрали. К примеру, кто в госслужбе работал, они знают, раньше всегда была в администрации отдел, и потом было министерство. И никто не знал, кто несет ответственность. То ли министр, то ли зав. Отдела. То ли зав. Отдела важнее, то ли министр. Друг на друга смотрели, документы перекидывали, это было. Это осталось мне, я потом спросил, откуда это вообще вышло. Мне сказали, это осталось с советских времен, когда в ЦК Компартии они не были в составе госслужбы, но они идеологически должны были контролировать. У них были отделы там по соцвопросам, потом в Совмине был отдел, и потом министерство. То есть вообще странная ситуация была. И вот это между ними все двигалось. И сейчас вот нравится кому-то личность, если не нравится, не нужно переходить на это. Да? Вот это само изменение было ключевым. Я готов это объяснять, я надеюсь, что это заработает. Да? Теперь нету отделов, теперь ответственность на руководителях ведомств, на министрах.
по своим вопросам. Ты теперь не ждешь там от этого отдела какое-то указание или наоборот. Да? Теперь скорость принятия решений будет выше. Я считаю, вот я думал, к чему это должно привести? Это должно привести к мобильности, к смелым каким-то прорывным решениям, если надо. И самое главное, убрать какие-то искусственные барьеры. Вот что произошло. И это же нужно сделать нам в рамках каждого ведомства теперь, внутри. Вот это, с этой идеей мы и пришли. Мы теперь, я объясняю, слушайте, вот 3 новых документа, у нас реформа. Теперь администрация вот так вот быстро работает. Не вот так вот, как раньше, по спирали, а вот сквозным. Здесь мы также должны работать. Или мы адаптируемся, или мы опять утонем в этой имитации бурной деятельности. Вот это вот произошло, и когда вы говорите, что произошло, там, я думаю, вот это очень большая реформа была госуправления. За последние 2-3 недели, без пиара, волевым образом она сделана руководством. Да? И эту часть я очень даже поддерживаю. Почему? Потому что я всегда выступал, что у нас идет имитация, рассеивание ответственности, это ненормально. Даже нормальные, добросовестные чиновники это говорили. Когда ты хочешь принять решение, система тормозила все время. И коллективная безответственность. Да? А сейчас уже такого не будет. То есть, как юрист, вы смотрите с оптимизмом. Вы считаете, что... Вот этот шаг, я считаю, это не то, что оптимизм, это очень хорошо было. Что вот резко сломали вот эту бюрократическую спираль принятия решений. Теперь будет по ключевым местам сквозные решения, очень быстрые решения, и министры, и каждый чиновник несет ответственность, и руководитель, повторюсь, за решение. Не так, что он там раздал всем ответственность, и никто не отвечает. Вот что было часто. Команда готова так работать? Отнести ответственность? Кабинет министров нам очень ясно всем рассказали, но я сам в обсуждении участвовал в концепции, я ее полностью поддерживаю. Регламент работы Кабмина принят вчера, но мы договорились, что в течение месяца-двух, конечно, какие-то дополнения, наверное, будут. На том уровне готовы. На том уровне готовы. На уровне ведомств нам задача теперь стоит дать вот этот новый импульс. Внутри ведомства мы с нашей командой поговорили, открыто, очень плотно работали вот эти 2 недели, ровно 2 недели, кстати, сегодня пришел. Я вижу, что часть с радостью увидела, что наконец мы теперь можем решать что-то, идти вперед, что у нас не будет это бюрократических остановок и так далее. Часть пока не перестроилась, мы будем надеяться, что они перестроятся. Как поймете, когда, сколько, вот этот месяц у вас на перестройку? Внутри ведомства? Да. Думаю, месяц, чтобы обозначить, куда мы идем. Чтобы четкий план у нас были. Вот, к примеру, по арбитражным делам у нас уже сформулирован план. Да, то есть как мы будем помогать Центру судебного представительства и как мы будем обеспечивать более высокий уровень защиты интересов государства, как мы будем развивать местных юристов. Что сейчас деньги уходят только туда, мы хотим, чтобы часть уходила на национальных юристов, чтобы здесь воспитывалась школа. Потому что юрист с крысым гражданством, он чуть лучше защищает, чем просто международный юрист, да, иногда. И там готово у нас. И по другим направлениям за месяц мы должны сделать это. Понятно. Но Кабмин уже работает по некоторым, чувствую уже документам, что уже он быстрее работает. Не вот так вот опять, как раньше, а вот сквозной подход при решении проблем. Да? Человеческий фактор всегда будет. Понятное дело. Это поэтому понятно, важна да. система, хорошо работающая. То есть где-то, может быть, будут даже осечки, но это человеческий фактор. Все привыкли, как раньше, работать вот это вот болото, да, было. Я напоминаю, уважаемые подписчики «Кактус Медиа», что мы говорим с вами с Аязом Батыркуловичем Баетовым, министром юстиции. Скажите, пожалуйста, вот Александр Ким выиграл суд еще в прошлом году по перерегистрации Рубикона. Но управление юстиции Бишкека перерегистрировать его в качестве владельца отказывается. Что происходит на вас, на Министерство юстиции? Кто-то давит? Или почему это? На меня никто не давил, никто ничего не говорил. Я когда спросил, здесь там чувствительные какие дела, мне там, оказывается, не только которые в обществе обсуждаются, там целый ряд дел. Я быстро прошелся, так у меня времени не было еще разбираться внутри. Поэтому этот вопрос я знаю, один из чувствительных, я с ним буду разбираться. Но сейчас просто не успел я. Там целая история у них, оказывается, до этого. Начали рассказывать, я уже говорю, все ясно, позиция есть, позиция тоже двоякая, да? Там не все так просто, поэтому все так и затянулось. Но я думаю, что будем разбираться. Есть решение суда, разве это? Там, по-моему, ряд решений суда. Будем разбираться. Я говорю, я не готов комментировать сейчас. Да. Когда мы можем ждать ответа на этот вопрос? Я думаю, все... По
ответы по вопросам, которые вы сегодня зададите, вы получите сейчас. А по таким вопросам, когда мы будем готовы, я повторюсь, я не могу сейчас говорить, там, я тогда дам ответ. Мне надо изучить данный вопрос. Я не хочу сейчас там, обещать даты. Если я не знаю вопрос, как я могу говорить, когда я дам по нему ответ? А список чувствительных, как вы говорите, дел достаточно обширен. Ну как чувствительных? Нечувствительных – это которые привлекли медийный интерес. Вот, я так бы назвал. То, что в медиа обсуждалось, мне что-то рассказывают, говорят, вот это вот в медиа обсуждается. Я говорю, что серьезно? Я не слышал. Ну да, вот. Я говорю, хорошо. И дальше идем. Поэтому это не чувствительный, а вот все-таки медийный вопрос я назвал. Обширные, да? И вы будете, отдельно заниматься этим вопросом, поскольку, не отдельно, поскольку внимание общества приковано к нему. Общество ждет ответов на вопросы по таким вот делам. Этот вопрос я вот только некоторые журналисты, по-моему, поднимали, потому что особо так вот я не знаю, насколько он был медийный. Но будем изучать, конечно. Будем изучать, давайте. Хорошо, спасибо. Давайте все-таки вернемся к вопросу о Конституции. Я еще раз напомню, да, что вы были в группе, которая активно обсуждала Конституцию, основной закон, вы критиковали ее. Сейчас вы чиновник, вы работаете в рамках этой Конституции. Есть ли моменты, когда вы говорите так, хотя бы сам себе, а я говорил, что вот этот пункт вызовет вопросы и вызовет проблемы? Или все-таки наша Конституция уже сейчас вас вполне устраивает? Я думаю так, знаете, момент, когда мы критиковали, я помню начало, тогда у нас тоже были разные позиции у людей, да, у юристов. Мы говорили, что там нельзя слишком спешить и так далее. И действительно, мы тогда смогли на несколько месяцев оттянуть. Я помню этот момент, когда мы говорили, дайте экспертно обсудить и так далее, да, и время это получили. Потом она принята, и нам нужно, это знаете, вот, да, все, это уже основной закон. Принять и уважать закон. Естественно. Если мы сейчас будем каждый говорить, что мы там не уважаем закон, то далеко мы не уедем. Тем более я сейчас, к сожалению, вижу вот эти вот тенденции, когда полное неприятие друг друга в обществе, среди юристов друг друга, каждый считает себя абсолютно верно, правильным, единственно правильным, да? Это ненормальный подход, особенно в отношении главных законодательных законов государства. Да? Касательно самой Конституции, я думаю так, жизнь покажет в определенный момент необходимость ее изменения. Значит, случилось так, что в 2020 году жизнь показала, что надо было менять, и народ поддержал. Если такой момент придет, не надо этого бояться. Это нормально. То есть жизнь показывает необходимость дополнения и изменения нормативных правовых актов, включая Конституцию. Вот мой ответ. Прекрасно. Клара Саранкулова, опять же, комментируя ваше назначение, сказала, что видит вас будущим президентом. У вас вообще есть? Нету комментариев, каких я сам не понял, да? Ну, я благодарен ей за хорошую оценку, я очень уважаю как специалиста. Я, конечно, видел это интервью, у меня комментариев к нему нет. Я думаю, как можно комментировать такие вещи. Да? Сейчас у меня задача работать, помогать государству. Больших медийных политических амбиций у меня особо никогда не было. И все знают, что если я в медиа выходил, это было в той мере необходимости, в рамках той задачи, которую я ставил там. Даже когда мы шли там в медийную сферу, мы там защищали что-то. Или там даже во время выборов у меня всегда была программа, задача. Вот мы с ними шли, мы говорили, вот этот закон надо менять, вот это МП менять. Так и здесь. Поэтому я не могу комментировать. Ваши основные задачи. Вот у вас очень важная сфера. Что вот вы считаете, что вот если удастся сделать то-то, то-то, то-то и то-то, то вы свою роль на этой позиции, вот на этой должности выполнили? Вот что у вас, какая? Ну, конечно, я свои видения озвучивал. Планы тоже я озвучивал, это тоже, наверное, принималось во внимание. Первое, я действительно верю, что надо просто цифровизовать деятельность ведомства. Угу. Почему? По-настоящему Да, потому что мы знаем, там, где очереди, там коррупционный риск, ну это понятно, да? Там, где бумажка, там есть человеческий фактор, и это время забирает, даже если нет коррупции. Поэтому цифровизовать нам действительно надо. Я благодарен сейчас тем, кто помогает. Мы сделали аудит всех инициатив по цифровизации и издали приказ о
резком ускорении того, что было. И мы сказали, сейчас вот придумывайте новое, что прям вот так вот. И с международными экспертами будем разговаривать, попросили. То есть мы готовы к реальной настоящей цифровизации. Я же сказал, регистрация юрлиц. Столько было пиара вокруг, 40 юрлиц за год, это ненормально. И технари должны были лучше объяснить, и наши специалисты среднего уровня должны были лучше объяснить верхам, что это не сработает. Поэтому первая задача, все-таки цифровизация очень простая, ну, одна из, это коснется всех направлений. Пробацию, там есть хорошие идеи тоже, в адвокатуре, в нотариате и так далее. И по направлениям свои идеи. Это первое, это цифровизация. Второе, я считаю, я приверженец подхода, что госуслуги, если есть возможность, должны идти на аутсорс частным структурам. То есть это моя такая вот позиция. Это касается и нотариата, и всех других направлений. Да? То есть там, где можно обеспечить качество, создать механизм контроля качества, надо отдавать внешникам, потому что нельзя все в себе замыкаться. Государство не вытянет такой поток. Это, к примеру, касается нотариата. Я свое мнение сказал. Здесь есть институциональная память, мы разговариваем сейчас. Да? Я говорю, где можно, отдавайте. Где можно, надо отдавать. Весь мир так идет. Есть интернет, не обязательно ездить туда туристам в эти поездки оплачиваемые. В интернете посмотрите, я всем говорю, там вот в этой стране, вот, к примеру, этот вопрос перешел к частным нотариусам. Там, и по другим направлениям. Это моя вторая концепция, что часть госуслуг должна выйти за рамки госконтроля. Мы должны контролировать качество, но это должно выйти. Это второе. Третье, все-таки то, что это мое, это международные арбитражные дела. У нас есть очень хороший план, на мой взгляд, мы сейчас его проработали до конца, там 4 основных момента. Я бы хотел по ним сказать все-таки, потому что это то, что я верю, я сам как бы очень люблю сферу международного права, с этим работать это моя профессия. Вот, до начала тоже мы разговаривали, я говорил, что вот мы ждем сейчас, когда структура правительства утвердится, и тогда у нас есть готовый приказ прям с пошаговыми действиями. К примеру, кратко скажу, чтобы не забирать время. Это третье большое направление, где я бы хотел успеть что-то сделать. Первое, это мы уже готовы, со следующей недели будем выносить на общественное обсуждение, готовы к критике, к разговору. Мы будем менять инвестиционное законодательство. Потому что мы одни из немногих вообще в мире, кто заранее отказался от суверенного юрисдикционного иммунитета. Одни из немногих в мире, и все в шоке, да, когда мы это обсуждаем, профессионал-юристы, кто знает, они мне рассказывают, я там не отношу к международному уровню профессионалов, но они рассказывают. Да. О чем речь? Если вы посмотрите, кто изучает арбитражные дела против Кыргызстана, первый год мы всегда тратим огромные деньги, миллионы, на то, чтобы доказать, что этот трибунал не имеет права рассматривать дело с Кыргызстаном, против Кыргызстана. Мы говорим, у вас нет юрисдикции. И мы всегда проигрываем. Вот стандарт, мы деньги тратим и проигрываем. Почему? Всегда трибунал говорит, ну вы в своем законе написали прямой предварительный отказ. А мы говорим, знаете, вы читаете на русском закон, а есть, это единственная наша тактика, на кыргызском, где есть слово сураныч, там, короче, вот так вот и все равно проигрываем. Да? Я говорю, я поднимал этот вопрос в 2018-2019 году. Давайте менять закон. Кто не понимает, и они начнут на следующей неделе меня критиковать, говорить, что это уменьшит инвестиции. Нет, мы изучили все материалы международные, нет ни одного показателя, что это привлекает инвестиции. Нету такого, да? Но чтобы была обеспеченность защиты прав инвесторов, я хочу предложить, и мы будем изучать целесообразность присоединения к конвенции Вашингтонской 1965 года о Международном центре по урегулированию споров. Там вообще комическая ситуация, мы ратифицировали в 1997 году, до сих пор не отдали грамоту. А это на 30-40% уже дешевле было бы арбитражи вести, чем разовый арбитраж. Вот такие вещи, это первый этап только, законодательство. Плюс я встретился с нашими отечественными экспертами, которые там учились за рубежом, по двусторонним инвестиционным арбитражам у них готова уже почти что позиция. В чем там речь? Инвестиции не должны привязываться только к выгоде экономической, это раньше было. Сейчас они должны привязываться к публичному интересу, экология, местные сообщества и так далее. То, что мы видим в Хунторе, когда было полное игнорирование публичных интересов государства. Да? Это первое направление законодательства. Второе. Мы хотим большую работу сделать по все-таки увеличению экспертного и управленческого потенциала Центра судебного представительства. Почему? Потому что я вынужден констатировать, во многих случаях наши ребята стали почтальонами просто почтальонами.
Они не понимают, что происходит в арбитраже, они ждут только справку от международных юристов. Сидят и ждут, вот, вы расскажите нам, мы передадим начальникам. Вот, я говорю, вы должны понимать, мы должны утверждать стратегию, куда мы идем. То есть вы должны, хотя бы, если не за них, не понимать, что они пишут, но вы понимаете стратегию, утверждать. То есть туда идем или сюда идем, потому что вы знаете контекст. Мы должны вот наших ребят прокачать до этого уровня. И не лениться, если там тысячи там, долларов за час уходят международным юристам, почему мы не можем маленькую долю отправить на обучение наших? И поставить критерии, там, английский, потенциал, чтобы наши госслужащие, они могли, там не госслужащие, конечно, госорган, да, там, эксперты все нанятые, чтобы они могли контролировать хотя бы объем выполненных работ, качество, объем расходов, стратегию. Из них международных юристов не сделаешь. Международных юристов сделаешь из частных юристов, потому что те, кто все время этим занимаются. Это наше третье направление. Дошло до того, что сегодня, что, к примеру, когда там юрист в Лондоне хочет изучить кыргызский закон об акционерных обществах, предположим, да, наши берут, там, на русском языке ему отправляют. Те там переводят экстремально дорого, и они делают анализ закона, там, я говорю, слушайте, такие вопросы можно делать здесь. И мы это делали, когда мы работали в центре, нам перекрыли финансирование, мы сами делали анализ национальных законов. То есть треть расходов уже уходит, да? Для этого нам нужно просто поддерживать наших кыргызстанских юристов. Многие ребята, которые отучились за рубежом, которые здесь ходят, они государству, если помогают, только из патриотических каких-то чувств. А чаще всего они работают на частников. Самые сильные юристы Кыргызстана уже там они были контрактованы Центерой. Сейчас, к сожалению, мы не можем с многими работать, потому что они до этого работали на Центеру. Потому что государство не направляло средства. И здесь я знаю, что это рискованный ход, что меня будут многие критиковать. Я говорю, убеждаю, что часть расходов на международных юристов должна идти на национальных юристов. Почему? Хотя бы национальное законодательство они должны помогать изучать, и школа какая-то, менторство должна быть. За год-два мы вырастим, прокачаем какой-то отечественный пул специалистов. Если они не будут того уровня, они хотя бы будут такого уровня, но не у такого. И они могут помогать. При кризисах, которые у государства будут с арбитражами, они будут. Несколько юристов всегда будут рядом со страной и будут реально консультировать. Потому что если мы не знаем, куда ведет нас, к примеру, юрист, там, у нас много же юристов, вдруг там тоже человеческий фактор будет, нас могут увести не туда, хотя бы там ради увеличения расходов. Да? И четвертый вопрос в этом, я хотел бы вот это направление все-таки сделать по международным делам, это нам нужно честно себе сказать, из-за чего были арбитражи. Я помню, в 2018-2019 году мы показывали руководству тогда, в правительстве, когда я работал, они поддерживали, но не реализовалось, да, потому что момент был такой вот, все спящее было в госслужбе, там не бурлило ничего, там вот все было сонное. Да. Мы тогда говорили, что если проанализировать все арбитражи, а мы проанализировали против Кыргызстана за последние там, 7 лет, которые были в нашей базе, там везде ушки разных чиновников были. То есть, по сути, из-за частных действий там, определенного чиновника, там, проверяющего, административной госслужбы, там, силовых, по-разному, потом образуется миллионный иск, многомиллионный, и у нас уходят миллионы на арбитраж. Поэтому нам нужно объяснять чиновникам в группах риска, что мы уже живем не в одной стране, мы живем в большом мире, и частные действия могут создать из спора между хозяйственными субъектами арбитражный спор против государства. Они это делали не, они их потом там был и умысел, многих из них наказывали. Например, по Мегакому очень многие из них были наказаны. Но в следующий раз, когда человек это будет делать по незнанию или с умыслом, хотя бы он должен понимать, что ты не просто там за такую сумму несешь ответственность. Ты ответственность несешь за огромный многомиллионный иск потом против государства. И вот такую информационную тренинговую кампанию мы тоже хотим делать, руководство поддержало. Вот эти 4, когда я рассказал, я был тоже удивлен, мне сказали, вперед, делайте, потому что это госинтерес, нам надо отечественную школу национальных экспертов по международному арбитражному праву воспитывать. Даже не воспитывать, просто хотя бы маленькую часть потока финансов направить внутрь страны и сказать, что теперь вы работаете с ними, вы можете сами их отобрать, даже мы готовы, но это будут наши граждане, которые будут им помогать. Даже часто международные юристы говорят, вы там дайте кого-то. А наши говорят, нет, вы сами, все, сами. Никто не хочет брать ответственность. Вот до такого дошло. И вот это большое направление, третье, которое я хочу сделать. И есть ряд других, но я бы хотел их уже, то есть, когда мы будем готовы, мы будем их выкладывать, и тогда будем рассказывать. Да, вот. Понятно. Так вот.
Спасибо вам большое. У нас заканчивается время. Я надеюсь, что все получится у вас. Значит, мы на следующей неделе ждем инвестиционное законодательство, да, на общественном обсуждении. Мы надеемся. Мы сейчас уже закончили. Вы знаете, как у нас, когда есть проект, несколько ведомств, несколько экспертов должны дать добро, что действительно, я не хочу бежать вперед паровоза. Но я думаю, в ближайшее время мы выложим. Даже если мы не успеем на общественное, мы представим так неформально на обсуждение общественности тезисы. Да, смотрите, вы его выкладываете. Сначала вы будете проводить круглые столы, естественно. Мы должны это делать быстро, очень быстро, да. Или вы опять все вот так вот скомкаете? Нет, мы будем, но это в рамках срока. Мы не будем искусственно полгода обсуждать, вот это нет. Мы должны быстро-быстро идти вперед. Потому что, опять же, вот вы выкладываете, и все начинается с того, что заинтересованные стороны не знают, что, и они начинают нам писать. Ну, будут писать, будет критика. Я, знаете, вот про инвестиции. А я буду вас тогда отмечать, обратите внимание, по инвестициям, не пропустите эту статью. Я помню, по инвестициям я этот законопроект объяснил, дал одному депутату. Я имя не буду называть, чтобы не было агитации, да, но очень ее уважаю. Она выложила этот законопроект, она поняла суть. Говорит, блин, ну действительно, такая была на нее атака. Такая была, никто не понимал, такая была на нее атака, что она была вынуждена отозвать. Я говорю, давайте я пойду с вами на обсуждение, я объясню экспертам, что они не понимают. Но если они нам объяснят, что мы не правы, мы отзовем сейчас тоже. Но готовы разговаривать. Но из того, что мы поняли, из того, что мы разговаривали с международными юристами и экспертами, действительно нам нужно менять инвестиционное законодательство. Оно совсем старое. Прекрасно. Значит, мы ждем инвестиционное законодательство, мы ждем целей. Да, у вас 2 недели прошло из того месяца, который вы поставили перед собой. Конечно. Еще 2 недели, вы определяете направление, куда вы идете, четко его обозначаете. Я думаю, что вы тоже его сформулируете, чтобы мы могли озвучить для общества. Ну, мы будем рассказывать всем, и вам, и всем, кто захочет. Мы готовы открыто разговаривать, потому что нам тоже нужна поддержка, чтобы это было эффективно. И сами подходы. И если это подходы такие вот необычные, чтобы те, кто понимает проблему, они нас поддержали тоже. Нам это важно. А иначе мы только утонем в это, друг друга критиковать и не слышать. Да? Конечно, мы готовы освещать все эти ваши и наши вопросы, потому что от того, какой закон и как он будет выполняться, зависит в итоге жизнь каждого из нас. Спасибо вам большое, спасибо, что нашли время. Спасибо, дорогие подписчики, что вы были с нами. С нами был Аяз Боетов, министр юстиции. Он 2 недели как в должности, у него большие планы, большие перспективы. Будем надеяться, что все у вас получится. Спасибо. Спасибо, хорошего дня.